мы знаем, после разгрома в 1500 году Большой Орды огромное количество населения переместилось в Астраханское ханство и в Ногайскую Орду. Именно оттуда они пытались возродить вот это объединение, Таптыли, престольная держава, да, самый главный наследник Золотой Орды, после, так сказать, оставшийся, это, собственно говоря, Таптыли, Большая Орда была. Впоследствии, после присоединения русского государства, эта группа получила название юртовые татары. Но слово татар, на самом деле, это термин русской администрации, им маркировали очень совершенно разные народы. Если мы будем брать документы Калмыцкого государственного архива, Государственный архив Республики Калмыкия, наш родной Государственный архив Астраханской области, мы встречаем такие определения, как туркменские татары, туркмены, кундурские татары, нагайцы, карагаши, шерецкие татары, да, это калмыки, которые находились в подданстве Крымского хана, затем вернулись этнические калмыки. Или тагмутские татары, это, собственно говоря, казахи, которые проживали под властью калмыцких тайшей. То есть слово татарин, как Андрей Вячеславович Сызранов тоже это, не он один это упоминал, большинство классиков упоминал, не имел прямого этнического значения. И вот, обратившись, собственно говоря, к более поздним материалам, как раз метрическим книгам, мы обследовали целый корпус, да, метрических книг приходских, мечетских. Мы не смогли обнаружить, да, это села Солянка, Кулаковка, Три протоки, Осыпной бугор, да, это Башмаковка, это и Карагали, да, и Келенчи. Да. Мы не смогли встретить ни одного упоминания, это временной промежуток между 1870 и 1910 годами. Ни одного упоминания слова татарин или татар. Везде мы встречаем либо юрт-адам, либо нугай, либо юртский нугай. Есть там, кстати, и карагаш нугай, есть и кундрау нугай. Чаще всего обозначает, маркирует себя как нугай, нас как карагаш, остальных как кундрау. Вот по полевым данным Амир Дамировича Мусаева, и не только его, как обозначают себя, да, юртовцы, старики, только нугай. Остальные не вполне нугай, вот мы точно нугай. Поэтому эта группа, конечно, она безусловно ногайского происхождения. Это подтверждает и данные генетики современной, да, Юлдаш Мухаммадовича Юсупова. Вот. И я желаю юртовскому проекту дальнейшего, да, продвижения, шагов, энтузиазма, да, дальнейшего развития этой темы, которая на самом деле она просто требует своего логического продолжения, иначе просто, собственно говоря, есть путь, точка невозврата, да, когда теряется язык. А что касается такой субэтнической группы в составе казахского народа, как Новый Казах, да, я занимаюсь ее исследованием уже на протяжении где-то лет 7, благодаря моему научному руководителю Виктору Михайловичу Викторину, мне удалось найти очень важные в этой теме, да, документы в Оренбургском государственном архиве, в нашем государственном архиве Астраханской области об истории сложения. Эта группа сложилась по причине переселения терских нагайцев, которые находились между Кубанью и Кумой, переходили то в подданство Крыма, то в подданство России. Их в конце концов переселяют в Оренбуржье. В Оренбуржье они должны были нести службу 1740-е годы. В 1747 году они бегут, не все, а часть из них, лучшие 50 семей, упоминает Петр Иванович Рычков, бегут к хану Влашмужу за Нурали. Там они на земле казахского рода Берш проживают долгое время, заключают совместные браки. Знаменитого российского дипломата, участвовавшего в процессе принятия казахами русского подданства, да, Тевкелева туда Алексея Ивановича направляют и отвечает хан Нурали: не можем их выдать, потому что их татарские девки кундровские с киргизами переженились, заключили совместные браки, обратно уже не выдашь. Впоследствии с образованием Букеевской Орды в 1801 году, перекочевкой хана Букея Нуралиева с разрешения Павла I на территории Междуречья Волги-Урала, этот род переселяется с ним, и там они несут службу. То есть они защищают хана, они выполняют функцию гвардии. Естественно, официального признания они не имеют, но фактический статус, да, то есть служилый статус имеют. Пожалование землями, пожалование особыми правом носить оружие, да, там упоминается в архивном документе, с ружьями, с разрешениями от хана, поверенный хана Букея Нуралиева.
совместно с юртовским Мурзой Урусовым князем, да, на русской службе, они защищают Буке от набегов недовольных его подданных. Впоследствии, да, после смерти Буке, как мы знаем, пришел хан Шигай, его двоюродный брат, временно править, а затем впоследствии пришел хан Джангир. Хан Джангир — это такая великая, замечательная личность, который был воспитан в доме губернатора Андреевского. И вообще хочу подчеркнуть, Букеевская Орда, казах, да, Междуречье Волгорова, составная часть Астраханской губернии, которая стала казахской ССР только с образованием, да, в советском государстве. Вот именно в этой Букеевской Орде эта группа, она играла такую роль, приближенных ханам. Более 2/3 земель принадлежало Тюре, Чингизин им. Очень большой вклад культурный они внесли, то есть это, по сути дела, одни из тех, кто передал ногайские эпосы в казахскую среду. Например, эпос Адиль Султан был издан в Оренбурге именно Гумар Харашем, да, представителем Нулай-Каяс рода. Вот, ну, это не единственный такой пример, я бы много очень мог по этой теме сказать, но регламент. Да. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну, в целом, если обобщать вот, первый блок, да, исторически, мы видим, что